Никто не забыт, ничто не забыто. И для них это не просто слова. Абдулла Лаудинов несколько лет возглавляет чеченское отделение Российского военно-исторического общества. Не понаслышке знает, с какими проблемами приходится сталкиваться поисковым отрядам во время раскопок и поиска солдат, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Часто к нам приходили родственники без вести пропавших в Великой Отечественной войне. И обращались они к нам с тем, чтобы мы разыскали их родственников или дали им какую-либо информацию. Не всегда была возможность выезжать за свои средства в архивы Министерства обороны. Поэтому недавно у нас возникла идея создать общественную организацию, которая будет заниматься именно поисками. Появление организации «Поиск» позволит родственникам погибших солдат наконец узнать о подвигах, боевом пути, а также тайну смерти своих близких. Чтобы подать заявку, достаточно предоставить минимум информации: фамилию, имя, отчество, дату рождения и название населенного пункта, откуда солдат был призван на фронт. В среднем, по мнению руководителей проекта, на поиск информации будет уходить от 1 до 2 месяцев. Человек обращается в наш офис, предоставляет сведения о разыскиваемом. Дальше с ним заключают договор, и мы включаем эту информацию в свою базу, и дальше люди начинают работать. Мы сотрудничаем и имеем официально заключенные договора с Центральным архивом Министерства обороны Российской Федерации, с Российским государственным военным архивом, с Российским военно-историческим архивом. Однако организация сотрудничает не только с российскими архивами. Уже достигнуты договоренности с архивами Республики Беларусь, Австрии, Германии и Франции. В ближайшее время планируется наладить сотрудничество и с Польшей. Организация уже начала прием заявок. Узнать всю подробную информацию о работе организации можно, позвонив по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Первая поисковая работа намечена уже на конец января следующего года. Сель Сапарова, Хаважи Мунаев, Магомед Сулейманов и Дани Хавхаров. Новости.